о строительстве волоконно-оптической линии связи на территории арктических улусов районов Республики Саха-Якутия. Ну, предваряя, я хочу сказать, что поступает очень много жалоб, заявлений от жителей этих улусов, арктических улусов, о некачественной связи и так далее. Ну, поэтому вот сейчас хотелось бы услышать информацию. Опросимов Евгений Васильевич, руководитель отдела государственной политики в области связи Министерства. Пожалуйста. Добрый день, Евгений Васильевич. Меня слышно? Добрый день. Да, слышно. Очень тихо слышно. Погромче надо. Так, сейчас пишу презентацию. Презентацию видно, да? Да, видно. Да. Добрый день, уважаемые члены Общественного совета, коллеги. Опросимов Евгений Васильевич, руководитель отдела государственной политики в области связи Министерства инноваций. Хотелось бы рассказать о строительстве ВОЛС и планах в арктических районах. В настоящий момент это одна из актуальных тем у нас в республике. И немного хотелось бы поговорить о инфраструктуре в целом. Волоконно-оптические линии связи на данный момент подключены с 2012 года 332 населенных пункта. Это охват более 80% населения. Построены на сегодня свыше 13 тысяч километров ВОЛС. Как мы все уже знаем, первым районом на территории арктических районов стал Оленевский Венкийский национальный район, где совместно с оператором связи ПАО «Ростелеком» в рамках муниципально-частного партнерства в 2020 году были завершены работы по строительству ВОЛС. Это более 400 километров на маршруте Удачный Оленек. К оптике подключены села Оленек и Харьялах. Также хотелось бы отметить, что в сентябре 2021 года запущены волоконные оптические линии связи более 40 населенных пунктах. Это 40 новых населенных пунктов, более 10 районов республики. Это Мегино-Кангаласский, Мирнинский, такие как Татинский улус, Усть-Алданский, Хангаласский, Кобяйский. Также завершены работы по подключению ВОЛС в селе Терють Американского улуса. В связи с этим данный район Американский является 100% охваченным оптикой. И хотелось бы отметить еще, наряду с этим, с этого года полностью оцифрован Черепчинский район. Далее хотелось бы немножко рассказать об проекте социально значимых объектов. В этом году завершается наш 3-летний проект в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», по которому предусмотрено подключение социально значимых объектов, таких как общеобразовательные учреждения, медицинские учреждения, органы местного самоуправления и органы МЧС, пожарной части и МВД. Всего за период с 19 по 20 годы подключены 724 социально значимых объектов. В 2021 году подключено 661 социально значимых объектов. Это всего 1385 социально значимых объектов за 3 года. Хотелось бы отметить, что Республика Саха-Якутия является лидером среди регионов Российской Федерации по протяженности построенных линий, оптоволоконных линий в рамках данного проекта. И на сегодняшний день проложено более 3000 километров ВОЛС. Также хотелось бы отметить, что при подключении данных социально значимых объектов на данный момент достигнута одна из главных целей. Это создание инфраструктуры до 82 отдаленных населенных пунктов. Это 13% от количества населенных пунктов Республики Саха-Якутия. Как говорилось выше,
В 2021 году подключено 661 социально значимых объектов, это 512 основных и 149 дополнительных. Из них 143 общеобразовательных, 89 медицинских, 107 органов местного самоуправления, 257 учреждений культуры, это добавлялось дополнительным списком, и 65 пожарных частей. Также касаемо арктических районов, хотелось бы отметить, что в арктических районах при реализации данного проекта подключено 356 объектов. Из них 28 подключено к оптоволоконным линиям связи. Это в частности в Оленевском и Омиконском районах. Далее. По планам и строительству волоконно-оптических линий в арктических районах сейчас на данный момент ведется работа по проработке строительства ВОЛС в направлениях Оленев, Саскалах, Урюмхая, также по направлениям Момского, Верхнеколымского, Жиганского, Верхоянского районов. Проект Оленев, Саскалах, Урюмхая, это, хотелось бы сказать, что это продолжение реализованного в 2020 году проекта. Работа ведется совместно с Оленевским и Янабарским районами и совместно с оператором связи ПАО «Ростелеком». В этом году, до конца этого года, планируется объявление закупки на реализацию данного проекта. Также прорабатывается строительство ВОЛС по маршруту Хандыга-Батагай, что позволит обеспечить современными каналами связи жителей Тампонского и Верхоянского районов. В работе проекты по маршруту Кирова, Баханай, Жиганск. Ведутся работы по поиску, проработке, софинансированию данных проектов. Также хотелось бы отметить, что в декабре 2020 года между правительством Республики Саха-Якутия и оператором связи НПО «Импульс» подписано соглашение о строительстве волоконно-оптических линий связи в Момском и Верхнеколымском районах с дальнейшим планом по строительству до Среднеколымского и Нижнеколымского районов. На данный момент строительство начато с Куснеры до Верхнеколымского района. По строительству ВОЛС населенных пунктов хотелось бы отметить, что само строительство ВОЛС до населенных пунктов не решает всю проблему связи. Необходимо развивать инфраструктуру связи в самих населенных пунктах, так называемые последние мили внутри населенного пункта. Это развитие инфраструктуры внутри населенных пунктов, инфраструктуры связи. В данном направлении совместно с оператором связи Арктителеком ведется работа. Был реализован проект «Единый Булун». Ведется работа по масштабированию данных проектов, то есть по реализации в других населенных пунктах и в том числе в арктических районах. Также имеется проект «Единый Верхоянск» и еще в других арктических районах есть проекты, есть расчеты, по которым планируется реализация, развитие данных инфраструктур населенных пунктов. Вот как пример хотелось бы привести случай по населенному пункту Бескölь в горном районе, да, где в кратчайшие сроки Арктителеком восстановил инфраструктуру, построил сеть GPON, волоконно-оптическую линию по всему селу Бескölь и, в частности, восстановил связь в 34 домохозяйствах, где случились пожары, горели дома. Также хотелось бы отметить проект по реализации подводной волоконно-оптической линии, где Республика Саха-Якутия поддержана
решение Мегафона об реализации строительства подводной линии вдоль Северного морского пути с подключением поселка Тикси. В рамках данного соглашения будут реализованы строительство волоконно-оптических линий вдоль Севморпути, и как бы будет отвод проекте до поселка Тикси, что обеспечит при реализации данного проекта возможность обеспечением ВОЛС вдоль арктической зоны побережья Северного Ледовитого океана. В таких районах, как Устьянский, допустим, Алайховский, Нижнеколымский, Булунские районы. Для реализации указанных выше проектов, как показывает на практике Оленевского района, могут быть использованы механизмы муниципально-частного партнерства. То есть подачей заявки, бюджетной заявки в проект госбюджета Республики Саха-Якутия с доведением до муниципальных образований или как увеличение уставного капитала для операторов связи. На сегодняшний день в 13 арктических районах проживает более 60 тысяч человек. При этом Арктика занимает более половины всей площади республики. ВОЛС, как мы понимаем, это на сегодняшний день не панацея. Строительство ВОЛС и реализация данных проектов весьма дорогое удовольствие, и в большей части нерентабельное. И ввиду географических особенностей арктической зоны, хотелось бы немного сказать об спутниковой связи. Да? На данный момент спутниковая связь решает проблемы, где строительством ВОЛС не решить некоторые вопросы до отдаленных населенных пунктов. В связи с этим в арктических районах внедрены безлимитные тарифные планы пилотные, да, это таких как Батагай, Белая гора, Среднеколымск, Тикси, Кану. И также на уровне федерального центра, на уровне Минцифры проводится работа по предоставлению субсидий операторам связи для компенсации затрат аренд спутникового сегмента. Это бы позволило снизить стоимость услуг связи для конечных пользователей, для населения арктической зоны республики. Хотелось бы сказать, что в сентябре реализован ввод новых объектов спутниковой связи в труднодоступных населенных пунктах. Это совместно с ВГУП «Космическая связь» и Арктиктелеком в рамках исполнения соглашения о сотрудничестве 2012 года установлены спутниковые приемо-передающие станции и оборудование беспроводного доступа в населенных пунктах Налим Среднеколымского улуса, село Абы Ябыйского улуса, село Бутыркес Верхаянского улуса и село Алсардах Верхаянского улуса. В каждом из этих населенных пунктов организованы спутниковые каналы связи со скоростью 5,2 мегабита в секунду, что позволяет предоставлять населению указанных пунктов услуги широкополосного доступа к сети интернет. У меня все. Спасибо за внимание. Сергей Иванович, Сергей Иванович Прополков, да? Да. Вы здесь, да? Можно добавлю? Сергей Иванович, можно я добавлю? Да, конечно. Да, дело в том, что сейчас в 12 часов меня в администрацию главы вызвали, да, по срочному вопросу. Я просто немножко добавлю. Дело в том, что тут надо что понимать, коллеги, как работа, конечно, по Арктике ведется. Но у нас две основные проблемы – это расстояние, и даже три проблемы – это расстояние, это труднодоступные места, отсутствие где-то энергетики,
да, и там гористая местность. И в третье, это, конечно, малое количество населенных, ну, жителей. Поэтому вот здесь, конечно, мы сейчас Андреем Ивановичем Ребровым с коллегами обсуждаем тему принятия вообще такого документа в республике, как комплексный план развития связей. Да, для того, чтобы в целом понимать, куда мы идем с ВОСом, куда не идем. То есть не везде мы сможем, не в каждый населенный пункт мы сможем ВОС протянуть. Вот. Где-то надо спутником закрывать, там, тем более спутник развивается, сейчас запускаются на орбиту новые спутники, приемные станции меняются вообще, то есть цены падают, и, соответственно, вопросы ставим субсидирования спутниковой связи. Поэтому вот мы все-таки очень надеемся на, вот, скажем, на модернизацию и снижение тарифов на спутниковом сегменте. И вообще как бы субсидирование этого вопроса. Это было бы, мне кажется, самое удобное решение, особенно в малых населенных пунктах. Второе, я бы хотел сказать, еще есть такой Иванов Олег Анатольевич, он бывший министр, замминистра связи, в этом году возглавил в ГУП НИИР, который занимается различными разработками. И вот Андрей Иванович, мы встречались вот на совещании с коллегами. То есть в следующем году будем внедрять инновационные технологии на территории Якутии. То есть это тропосферная связь. Будем испытывать. Вот сейчас направили 50 населенных пунктов. То есть это немножко другая технология, не через спутник, да, соответственно. Вот поедем мы в Самару, смотреть будем, как это реализовано у коллег, и, соответственно, будем внедрять это тоже частично, поможет нам решить вопросы. Я к чему это говорю, что не везде мы будем оптикой тянуть, чтобы понимание было. То есть использовать будем в том числе и новые технологии, да, и коллеги, причем выбрали Якутию как пилотный регион, это тоже похвально, там до 40 мегабит можно там на 200 километров направлять, да. Третье, я хотел бы сказать, что при этом надо понимать, что мы сейчас хотим подавать бюджетную заявку, мы уже подали ее, хотим, чтобы с 2022 года республика начала, это вот впервые такой будет, пилотно финансировать различные направления, да, то есть вот сейчас там Анабарский район со Скалах прорабатывается, там строительство, там коллеги из района вот, благодаря Леньку скидываются деньгами, сами вкладывают средства, рассматриваем Батагай, вот, да, и вот то, что сейчас Евгений Васильевич рассказал, то есть это в принципе все как бы в работе сейчас. И мы очень надеемся, что, в принципе, депутаты нас, Илтумен поддержат, правительство поддержит, и мы будем вот субсидировать вот эти вещи. Ну и четвертое, я хотел бы сказать, что у нас со следующего года запускается, мы вот СЗО закончили, огромная работа была, благодаря, кстати, СЗО во многих арктических районах появилась связь, то есть мы подключили администрации, школы, ФАПы, и вот сейчас довольно неплохо на спутниковом сегменте вопросы решаются, да, но с следующего года внедряется проект УЦН 2.0 называется. УЦН 2.0, то есть сейчас на госуслугах, на сайте госуслуг началось голосование до 15 ноября. Уже проголосовало 3600 человек, якутян, да, там идет выбор населенных пунктов 100+. И по 16 населенных пунктов будет выбрано в следующем году, и будет строительство АМС и АМС 4G и строительство оптоволоконных линий туда, да, то есть это тоже федеральная программа, надо активно там тоже смотреть и принимать участие в этом. То есть в целом, вот подытоживая, хочу сказать, что работа ведется. Конечно, не сразу все эти вопросы решатся. Мы эти вопросы знаем, мы общаемся с каждым главой района. Я лично с каждым общался. Мы знаем, что там какие задачи стоят. Но, кстати, хочу сказать, что вот здесь присутствует еще у нас как раз пригласили коллег с оператором связи. Я думаю, и Андрей Иванович выскажется. И у нас был Константин Леонидович, я видел на связи, да, вот Ростелеком в 4 населенных пунктах Среднеколымск,
Тикси и еще там 2 населенных пункта включили впервые в пилотном режиме безлимитные тарифы. Да, фиксированная такая вот история. Это очень прорывная вещь. На самом деле я благодарен Ростелекому за это, потому что очень хороший отклик от населения. И вот мы сейчас как раз этот вопрос прорабатываем, чтобы в районных центрах это могла бы быть быстрой победой, да, коллеги, на спутниковом сегменте. Да. Поэтому связь развивается. То есть я к чему хочу сказать, что на самом деле мы сейчас уверенно себя чувствуем. То есть мы вот много очень построили. Вот видно по картинке было, что там сейчас 332, а вообще на самом деле до конца года это будет 360 населенных пунктов. Это огромно, это 90% населения на Волсе сейчас, да. Понятно, что вот арктически недоступные остаются, но тут вопрос, как говорится, финансов, организационных вопросов, конечно, требует больших инвестиций. Но мы работаем с Минцифрой, работаем с муниципалитетами, вот, работаем с госкорпорациями, вот, которые вот, по всему пути идут. С Росатомом сейчас работаем. Кстати, тоже вот, представитель Росатома приехал, сегодня тоже встречаюсь. Поэтому, оптимистично смотрю. Главное, чтобы вот этот документ мы, наверное, я думаю, протокольно, наверное, общественного совета, Сергей Августович, было бы просто, чтобы системно было как-то работа, сказать, что вот поручить министерству разработать вот комплексный план развития связи в республике. Я думаю, этот документ, он нужен. Мы его рассмотрим весной, я думаю, на совете общественном. И вот общественный совет будет таким, скажем, инициатором создания вот такого документа, который мы уже на эконом-совете, на правительстве рассмотрим, на Илкумене, утвердим его там, постановлением правительства и уже будем системно развивать. Вот. Сергей Иванович, как-то так. Спасибо. Хорошо, спасибо. Угу. Так, ну вот, большое спасибо вам. Конечно, это проблема Арктики. Ну, вот сейчас у нас время, как говорится, для решения проблем Арктики как раз вот назрело. Вот год Арктики, вот и по всей России, и по Якутии. Поэтому, конечно, сам Бог велел, чтобы мы уделяли внимание проблемам Арктики. Так, спасибо. Так, ну вот по докладчику у меня вот вопросы, да? Так, вот он, говорит, что создавать инфраструктуру на местах. В чем это заключается? Что это такое? Что это должно быть там? Инфраструктура, ну, имеется в виду, если по-простому объяснять, да, до населенного пункта приходит оптическая связь, она приходит на определенный узел связи, да, и в самом населенном пункте либо линии связи, они на медной основе, да, либо их вообще как бы минимум нету. И для того, чтобы для каждого домохозяйства, для каждой организации провести вот эту пришедшую в населенный пункт оптику, необходимо развить вот эту инфраструктуру. То есть, если объяснить по-простому, установить опоры линий связи, по ним провести линии связи оптические, да, и ввести дома в организации оптические линии связи. Вот суть развития, если по-простому, это. Так, хорошо. И, ну вот, например, это опоры связи. Раньше вот все эти работы проводились по линии вот Ростелекома и вот таких смежных предприятий, учреждений. Вот. А вот сейчас какая работа-то ведется, да, со стороны министерства, ну, чтобы обновить линии связи, ну, вот в связи с пожарами и так далее. Это кто там занимается сейчас поврежденным линиям? Да, ведется работа совместно с муниципальными образованиями, с операторами связи, потому что опоры в основном они в хозяйственном ведении операторов связи. Операторов связи? Да, имеется в виду опоры связи. Да, опоры связи. Ну, оператор связи у нас кто получается тогда? Ростелеком или кто? Да, Ростелеком, Арктелеком. Ну вот, тогда, получается, не муниципальное образование, у них таких средств не предусмотрено на такие мероприятия, установку сваи, эти, как
опор. Вот, поэтому здесь тоже надо нам как-то разобраться более четко. Так, и вот по срокам. Вы вот сказали, что по Батагаю, там, вот, по Хандык-Батагай и так далее, и третья линия вот по Колымским вузам, да, Уснера и так далее, Зырянка. Вот, какие сроки установлены для того, чтобы установить там вот, оптиковолоконную связь? Ну, о сроках сейчас сложно говорить, потому что это не быстро будет на среднесрочную перспективу. Ну вот народ сейчас вот, например, спрашивает, когда у нас будет, как говорится, устойчивая, нормальная связь. Конечно, я понимаю их озабоченность. Поэтому как-то вот надо там и дать людям разъяснения, или как ли, чтобы они как-то вот рассчитывали или планировали. Вот, например, вот по Зырянке, по Уснере МОМА, да, какие там сроки установлены, например? Вот, например, Николай Владимирович Викторович Гришаев был, вот мы с ним как-то вот тоже разговаривали по этому поводу. Вот он нам сказал, что 22-й год уже был. Даже вот этот год осенью. Я посчитал, что это нереально. Следующий год или как? Смогут ли люди надеяться на это, то, что у них будет по линии связи к тому времени. Сергей Августович, у нас еще здесь есть представители Ростелекома, Арктиктелекома. Ну, хорошо. Вот то, что к ним относится, пожалуйста, да, давайте Ростелеком. Константин Леонидович. Константин Леонидович, да? Угу. Да, добрый день, коллеги. Да, но мы в Зырянку устроиться не планировали, это не наш проект. У нас есть действительно проект постройки оптики до Саскалаха, Набарского района. Вы задавали вопрос по срокам. Мы планируем к концу этого года, в декабре уже запустить высокоскоростной интернет в поселке Желенда. И ориентировочно к сентябрю месяцу 2022 года сделать высокоскоростной интернет и качественное цифровое телевидение с 300 каналами в поселке Саскалах. Вот такие есть у нас планы. Кабель закуплен, работы идут. Проект в стадии реализации. Вот. А так, на самом деле мы совместно с коллегами из Министерства инноваций реализуем много инфраструктурных проектов, строим оптику, порядка 2000 километров в год. Ну и, чтобы понимать объем инвестиций, которые вкладывает федеральная компания в развитие инфраструктуры на территории республики, то эта сумма ежегодно чуть больше 1 миллиарда рублей. И благодаря нашей совместной работе с коллегами нам действительно удалось уже сделать несколько районов цифровыми. Мы на этом не останавливаемся. Есть у нас точечные планы по тем районным центрам и по тем наслегам, которые остались чуть вдали от районного центра, и которые на данный момент, может быть, действительно и малочисленные, но тоже не должны быть исключены из формата цифровизации. Вот, поэтому, я думаю, этот год и следующий мы еще плотненько поработаем и порядка 40-47 населенных пунктов подключим к высокоскоростному интернету, в том числе и в арктической территории. Да, у меня информация такая. Хорошо, спасибо. Так, а вот по восточной линии, кто там у нас занимается? По Зырянке, по Уснере, трассе Колыма. Доброе утро, уважаемые коллеги. Смирнов Петр Сергеевич, директор компании «Импульс». С нашей компанией было заключено соглашение о развитии этого направления. На данный момент работы только предварительно начато, то есть реальное строительство еще не начато на Зырянку со стороны Уснеры.
Вот, заготавливаются материалы, завозятся со стороны Магаданской области, завозятся материалы. Очень много вопросов и сложностей административных, которыми мы занимаемся и решаем. Решение и начать строительство. В этом году действительно мы планировали начать эту работу, но нас очень сильно отвлекли лесные пожары, потому что много ресурсов, которые были запланированы на стройку туда, были мобилизованы и перенесены на устранение повреждений, которые были нанесены пожарами. Вот. В 2022 году мы планируем уже активно начать строительство. О сроках пока говорить действительно еще рановато, потому что очень много сложностей. Район трудодоступный. Как пойдет строительство, еще спрогнозировать тяжело. Конечно, хотим быстрее эти работы провести, чтобы в Зырянке уже люди получили широкополосный доступ к интернету действительно по оптоволокну, а не через спутниковый. Но пока о сроках говорить очень сложно. Спасибо. Так, значит, 22-й год исключается. Значит, там пока еще ничего не надо. Надеяться на 22-й год. Так же получается? Надеяться-то надо. Безусловно, надеяться надо, но гарантировать мы этого не можем. В 22 году мы доведем оптоволокно до Зырянки. По промежуткам, то промежуточные районы, то есть там Омский и еще. Еще раз повторюсь, как пойдет строительство в 2022 году, потому что в этом году уже строить точно не будем, потому что зима пришла. Как с началом строительного сезона пойдет строительство, как будет все у нас согласовано, там будет видно. Пока гарантировать, обещать ничего не буду. Так, хорошо, ладно. А финансирование у вас все предусмотрено? Финансирование у нас исключительно из собственных средств. Собственные средства, да? Да, которые, к сожалению, и уходят точно так же на восстановление тех ущербов, которые были причинены нам природой в этом году. Это из бюджета, значит, вам ничего не перепадает? Нет, мы из бюджета денег не берем. Это все собственные инвестиции нашей компании. Понятно. Хорошо, тогда, конечно, и взятки гладкие, как говорится. Вы как-то частная компания, и сами финансируете свои работы. Но несмотря на это, мы очень плотно взаимодействуем и работаем с Министерством инноваций. Хорошо, спасибо. Так, вопросы у кого еще есть? Может быть, мы дадим слово всем операторам, всем приглашенным. Здесь есть понемногу. Давайте, да. Времени. Кто там у нас? Андрей Иванович, пожалуйста. генеральный директор Arctic Telecom. Добрый день, коллеги. Добрый день, Сергей Августович. В дополнение информации, которую дали уже коллеги по развитию инфраструктуры связи в Арктике. Во-первых, хочу сказать, что наша компания зарегистрировалась в этом году, но не значит, что она новая. У нас очень большой опыт работы в отрасли связи, поскольку мы являемся правопреемником государственного унитарного предприятия ТЦТР, и в результате реорганизации организована акционерная компания Arctic Telecom. Поэтому те планы, которые были наработаны, и опыт предыдущих лет, мы активно работаем по всей республике, и, соответственно, в Арктике тоже. Арктика особенно, она нам близка. Во-первых, у них очень большие проблемы, не только там малые населенные пункты. Самое слабое место – это наш районный центр, поскольку там, где есть спутниковые каналы связи, они, простым языком говоря, узкие, на них нельзя дать максимально возможные качественные услуги связи. Это проблема всех спутниковых операторов связи, поскольку спутниковый ресурс, он дорогой. И для того, чтобы оператор связи работал небольшой прибылью, надо очень хорошо там продумать, как это делать, как эффективно использовать тот спутниковый ресурс, который мы арендуем.
Для этого, ну, есть там технологии обновляются, которые на этом задействованы и так далее. Но тем не менее, мы, как и Ростелеком, уже предоставляем услуги безлимитного доступа. И, наверное, самое важное, я вот Евгений Владимирович напомню, что помимо того, что мы ожидаем, естественно, прихода магистральных каналов связи наземных, мы ведем большую подготовительную работу, уже имеем опыт работы и построили внутрипоселковые оптические распределительные сети. Это у нас прошлый год в Тикси построили. До этого реализованы аналогичные проекты в Черском, Нижнеколымской области и Депутатском. В этом году первый этап мы завершили работу по поселку Зарядка. Практически все дома подключены к оптической линии. Для чего это делается? Ну, во-первых, во всех районных центрах надо ставить задачи организации, так скажем, установки мини-центров, центров обработки данных, либо большие сервера, которые могли бы разгрузить внутренний трафик. Те же организации видеоконференц-связи внутри района, в самом поселке, образование, дистанционное образование. И очень большой трафик потребляет, так скажем, любители компьютерных игр. И мы хотим за счет этих серверов разгрузить и высвободить внешний трафик, внешние каналы высвободить, чтобы вся информация, там, тот же ВКС, Zoom, все идут через Якутск и другие там порталы. Мы хотим разгрузить, эти решения есть, на этой теме работаем. Вот. И, ну, само собой, естественно, ну, наверное, информацию слышали, что мы с Анатолием Аскалуновичем недавно ездили, участвовали на международной конференции операторов спутниковой связи. И планируем большие работы. И сегодня отмечали, что у нас есть соглашение с национальным спутниковым оператором. Это ФГУ «Космическая связь». С ними мы отрабатываем и уже планируем работы о использовании новых космических аппаратов, которые будут выводиться в декабре этого года. Такие аппараты, как «Экспресс», АМУ-7, АМУ-3. Они как раз покрывают всю территорию республики. И такой задел мы уже заложили, что мы будем брать у них ресурс. Ну, само одно дело ресурс купить, под это, естественно, нужны объемы финансирования. Мы работаем над тем, ежегодно работаем над тем, чтобы снизить их тариф. Что ГП «Космическая связь», что спутник ИМАЛ, «Газпром», космическая система. Эта работа плановая у нас всегда ведется. Поскольку она имеет большие последствия, положительные для потребителя. И то, что мы запустили там последнюю, провели работу по вводу спутниковых станций в Ашхаянском улусе, Среднеколымском и Абыйском улусе. Это, как бы тоже задел. Мы расширяем спутниковые каналы, раз. Во-вторых, то, что мы еще в 2016 году по проекту устранения цифрового неравенства установили в малых населенных пунктах, обеспечили бесплатный доступ к порталам, таким как госуслуги, Сахагов, Дальний Восток, и организовывали точки доступа. Они уже как бы свою задачу функциональные выполнили. Поэтому мы хотим, чтобы в этих районных центрах не только была там точка Wi-Fi, но уже мы организовывали адресную доставку интернет-услуг до домохозяйств. Поэтому вот эта работа у нас активно идет. Ну и само собой, конечно, вот акцент на строительство распределительных сетей в населенных пунктах. То, что вот на днях делает тоже село Бескёль, во все домохозяйства будет подключена оптика в дом.
Ну, соответственно, к приходу магистральных каналов надо готовиться. Это у нас проекты есть и по Хону, по Батагаю, по Среднеколымску. Вот, к сожалению, не стало друга нашего Ивана Петровича. С ним мы отрабатывали и должны были уже в этом году начать движение по поселку Хону. Но, к сожалению, там аукцион не состоялся, в связи с тем, там были жалобы в ФАС и так далее. Но я думаю, эту работу предварительно мы проведем. И в начале этого года какие-то движения будут, поскольку материалы все там доставлены. Вот. Это опыт работы, использования муниципальных образований, их возможности направлять средства по ППМИ, муниципальных инициатив на строительство инфраструктуры связи на местах. Это очень правильное движение, и с районными центрами муниципального образования на эту тему мы работаем. Вот. Но что могу еще добавить? Поскольку магистральные линии связи оптические, они в основном строятся за счет федеральных проектов. И то, что вот социально значимые объекты, это тоже был федеральный проект. Я всегда говорю и настаиваю, и прошу всех поддержать, чтобы у нас были свои региональные проекты. Поэтому то, что Анатолий Аскалович сказал, что на 2022 год надо закладывать бюджет на строительство инфраструктуры связи, это абсолютно правильно. Если даже будут там проводиться через торги и так далее, мы готовы участвовать, предлагать свои альтернативные предложения. Вот. В части вот, проектов, которые, может быть, не учли сегодня в докладе министерства. У нас подготовлен системный проект по развитию цифрового радиовещания в диапазоне средних волн. Люди потеряли вещание на родном языке. У нас территория республики не покрыта радиовещанием, как это было раньше. Вот. Диапазон этих волн полностью оккупирован, ну, грубо говоря, китайскими радиовещательными станциями. Людей дешевле научить китайскому языку, чем нам построить свою региональность. Но речь идет не только о радиовещании, это как основа для системы оповещения населения. Это очень актуально, чрезвычайная ситуация и так далее. Поэтому проект развития цифрового радиовещания я бы хотел, чтобы общественный совет тоже имел в виду и везде нас по возможности поддерживал. Ну, в принципе, я могу, конечно, долго говорить на наши профессиональные темы, поэтому, если будут вопросы, я лучше отвечу на вопросы. Спасибо. Хорошо, спасибо. Петр Сергеевич уже выступал, Смирнов у нас. Евгений Анатольевич, есть что добавить? Генеральный директор ООО «Эксперт Телеком». Евгений Анатольевич, вы на связи? Алло. Слышно меня, да? Да. Да. Слышно? Не видно. Рад приветствовать всех на конференции. Так, к сожалению, я за рулем, поэтому не могу включить видео. Ну, выражаем готовность поддержать все начинания. Очень рады, что в год Арктики есть такое начинание. Ну, добавить нечего. Хорошо. Чем вы занимаетесь? Рад слышать всех. Чем вы занимаетесь? Извините. Ну, мы тем же самым строим собственные сети по региону, подключаем к интернету. Да? Ну, наверное, тогда у вас какой-то участок работы, да, или какие-то улусы за вами закреплены? Ну, да, улусы, но не арктические. Понятно. Но все равно здесь тоже у нас проблем много, конечно. Да, готовы включиться в работу. Хорошо, спасибо.